Пятигорске на совещании под председательством полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки обсудили вопросы совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе. В совещании принял участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Туризм является стратегически важным направлением развития экономики макрорегиона, подчеркнул Юрий Чайка. Вместе с тем анализ показывает, несмотря на то, что вопросы обеспечения безопасности туристической деятельности, в том числе горного туризма, сохранности жизни людей в горах, постоянно стоят на повестке дня исполнительной власти и органов госвласти субъектов России. Принимаемые меры недостаточны, отметил Чайка. В своем докладе Владимир Сластенин отметил, что совместно с МЧС по Ингушетии, а также туристическими операторами и агентствами в регионе проводится комплекс работ по обеспечению безопасности туристов и соблюдению правил пограничного режима на территории Горного Джайрасского района республики. В Ингушетии разработано 34 туристических маршрута, из них на горную часть приходится 24, сообщил премьер-министр. Кроме того, в Сунжинском и Джайрасском районах ежегодно проводится фестиваль по бейсджампингу и сборы альпинистов. Правительством региона при проведении мероприятий создается рабочая группа, в том числе по безопасности участников. Уже сегодня на горных курортах округа организовано более 180 туристических маршрутов общей протяженностью 6500 километров. Протяженность 81 горнолыжной трассы составляет более 140 километров. 30 канатных дорог обслуживают туристов. На фоне общего спада туристического потока по причине распространения новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в традиционных горных курортах иностранных государств, горные курорты Северного Кавказа сохранили свою привлекательность для россиян. Однако при всей своей красоте и безмятежности природа наших гор таит в себе немало опасностей, с которыми могут столкнуться туристы. Это и снежные лавины, и камнепады, ледниковые трещины и ледовые обвалы, селевые потоки, грозы, снежные бури, холод и туман, чрезмерное солнечное облучение. В этих условиях вопрос обеспечения безопасности является одним из важнейших элементов организации туризма. Они предусматривают реализацию целого комплекса мероприятий, которые гарантируют безопасность перемещения туристов, сохранность их жизни, здоровья и имущества, а также безопасность окружающей среде и туристических объектов. Так, недавний случай на маршруте восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибло 5 человек, выявил ряд серьезных недостатков в обеспечении безопасности горного туризма. К ним можно отнести отсутствие целостной системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма, начиная от проектирования туристических объектов и сертификации основных маршрутов, заканчивая допуском организаций, гидов, инструкторов к организации восхождения и самих туристов к восхождению. В том числе отсутствует программа подготовки гидов, требования к сертификации гидов и маршрутов, рекомендации по подготовке и оснащению туристов, определение понятий, так называемая плохая погода, отсутствие подразделений МЧС России и других территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, функции контроля за находящимися на маршрутах туристами, возможности запрещать выход на маршрут в случае плохих погодных условий, либо неподготовленности группы.